На площади Багапша идут работы по установке фонтана. Как отметила главный архитектор столицы Светлана Шаменкова, фонтан на площади устанавливается временно до принятия решения монументальной комиссии по увековечению памяти второго президента Абхазии Сергея Багапш. Главный архитектор города входит в состав комиссии конкурса. Конкурс этот неоднократно продлевался в связи с определенными причинами, происходящими в государстве. И сейчас он должен был завершиться к 23 января. Все конкурсанты, которые представили заявки, должны были предоставить свои проектные работы и свои скульптуры, макеты скульптур в кабинет министров. В связи с ограничительными мерами, связанными с ковидом, карантинные мероприятия были продлены до 10 февраля. Соответственно, заседание комиссии по решению этого вопроса пока не проводилось. Достаточно большое количество заявок на участие в этом конкурсе было представлено. И когда комиссия определит какая из этих работ достойна того, чтобы быть воплощенной в городе, эскизный проект поступает в работу. Это занимает определенное количество времени. Изготовление скульптуры или барельефа, который может быть установлен здесь на площади, также занимает определенное количество времени. Немаловажный вопрос, или в принципе даже основной вопрос, это финансирование производства этих работ. По словам Шаменкова, изначально на площади собирались установить цветочную клумбу и этим ограничиться, но по многочисленным просьбам жителей города администрация столицы решила установить фонтан. До решения всех этих вопросов, чтобы площадь у нас не осталась безликой, как она была все это время, когда у нас на клумбе парковались машины, руководством города было принято решение по многочисленным просьбам наших жителей установить здесь фонтан. Главный архитектор подчеркнула, что фонтан – это личный подарок мэра городу. На его покупку не затрачены бюджетные средства администрации. И вот эта композиция, которая сейчас устанавливается на площади, это подарок городу, непосредственно главы администрации города. То есть это не за счет денег налогоплательщиков, это личный подарок мэра городу. Если комиссия будет принято решение о том, что проектным решением архитекторов невозможен здесь фонтан, и этот проект будет лучшим, то Беслан Федорович согласен на то, что это будет демонтировано. Но для того, чтобы весь этот период времени у нас площадь была приведена в порядок, и вот принято решение по благоустройству этой территории и установке здесь фонтана. Это привокзальная площадь при полной загрузке морпорта. Эта площадь предназначается для большого скопления народа, поэтому она должна быть свободна от каких-либо больших строений. Но этот фонтан, он организовывает фактически движение пешеходов и является доминантой на этой площади. Мэр Сухума Бесланеш посмотрел ход монтажных работ по установке фонтана. Он считает, что нельзя на неопределенное время оставлять площадь в таком виде, когда на ней парковались автомобили. Ввиду того, что пока еще нет никакого решения, и на тот момент многие жители города Сухум обратились с просьбой не делать здесь цветочную клумбу, а сделать здесь фонтан. Поэтому мы пошли на то решение, которое сейчас реализуем. Мы устанавливаем здесь фонтан и очень надеемся, что он понравится горожанам. А там дальше, если будет принято решение монументальной комиссии по-другому устроить и обустроить площадь, значит, он будет демонтирован, тем более, что сам фонтан приобретен не за деньги города, это инвестиционные деньги, частные. Поэтому никакой проблемы нет установить его в любом другом месте. Не хочу сказать, что это промежуточное решение, пока назову это решение временным. Посмотрим дальше, как решат архитекторы, как решит монументальная комиссия. Но оставлять эту площадь в таком виде, в котором она была ранее, когда на клумбу заезжали машины и никто не реагировал. И все это время должен быть здесь вот такой мусор и то безобразие, которое здесь было. Я с этим, как мэр города, не согласен. Пусть не торопятся наши жители с выводами. Вписывается он в город, не вписывается в город. Когда мы полностью весь ансамбль покажем, тогда, наверное, надо будет судить. Это незаконченный объект, раз. Во-вторых, комиссия работает, я уже сказал, при правительстве, да. И каково будет их решение окончательное, и каков будет бюджет и временные рамки его реализации, пока неизвестно никому. Беслан Эшба высказал мнение столичной администрации о том, что площадь имени Сергея Багапш нецелесообразно превращать в парковую зону, так как в прибрежной части Сухума это единственная площадь, а зеленых парковых зон на всей протяженности набережной много. Я видел ряд предложений, которые наверняка поступят в комиссию. Могу сказать сразу, с чем я, например, как мэр города не согласен. Устраивать здесь парковую зону
да, вот прямо на этом месте, на площади Сергея Васильевича Багапши, я думаю, нецелесообразно, как бы это красиво не было обыграно. У нас весь город в парках и в скверах. У нас по набережной практически везде зеленые насаждения. Вот это единственная площадь. И она, мне кажется, должна оставаться площадью на долгие-долгие годы. Это морские ворота в город. Поэтому здесь должен быть красивый фонтан. Это мое мнение. Красивая площадь, обустроена, благоустроена. Ну и дальше уже как решит комиссия. А мы свою работу, как и делали, так же будем делать. Илана Какаля, Амраамич, Бедавидавец, пресс-служба администрации города Сухум.